Береги себе сердце, по мелочам не разменивай чувства. Если мечтаешь согреться, знай, что любовь — это тоже искусство. Это моя первая песня. Это не первая моя песня. Первую свою песню я записала, когда мне было 11 лет. Несмотря на то, что у участников проекта «Дека Саназ» еще не было отчетного концерта, и программа ребят по-прежнему та же, регулярные репетиции, они не сидят сложа руки. К примеру, Радима Белалова, самая маленькая участница проекта, буквально пару недель назад записала свою песню, уже третью по счету. А Турпал Магомадов, один из самых добродушных и веселых участников, свою первую песню еще не записал, но усиленно работает над ней. У меня ощущение... Ну, как сказать, я даже не могу поверить, я так долго этого ждал. Ну, всегда мечты сбываются, нужно только верить. Вторую песню мы записали в декабре вместе с Рошаной Алиевой и с девочками из проекта. Под свое крыло начинающего артиста взял композитор и аранжировщик Гелани Стадник. Именно с ними хотел сотрудничать наш герой Турпал Магомадов. Когда проходил первый проект «Дека Саназ», я приходил на их репетиции, смотрел, как они занимаются. Вот Зураб, все говорят, что он на меня похож. И, лицо, внешними данными. Вот. И вот он тоже у Гелани занимался, вот, ему песня у него красивая, у Зураба. С этого времени я хотел, чтобы Гелани со мной занимался. То, чего так хотел Турпал, свершилось очень скоро. Он стал участником второго сезона «Дека Саназ» и лично познакомился с Гелани. И на первой же встрече произвел на него впечатление. Совершенно разный вам надо репертуар, всем троим, вообще разный. Вот. Он себя, видишь, нормально в этой музыке чувствует, да? Я так представляю, что я слышал и другой материал у него хорошо. Да? Да. В конце прошлого года у нас были съемки, как раз мы приходили, у нас была первая встреча с Гелани. Он в этот день нас прослушал, всех тех, кто были на съемках. И он выбрал нас троих, я, Хеда и Бакар. Я был этому очень рад. И, когда я смотрел сюжет по телевизору, вот тогда я узнал, что он меня выбрал. Он про меня много хорошего сказал. Так точно, Турпал нисколько не преувеличивает. Он очень чеченский, такой он прям, он может быть патриотичным чеченским певцом. Он очень такой веселый, задорный, что ли, молодой, потому что. Работать над собой артист должен 24 часа в сутки, уверен Гелани. Он должен постоянно совершенствовать свои навыки и развиваться сам. По словам Гелани, ему еще не удалось в полной мере поработать с Турпалом. К сожалению, не так часто встречаемся, потому что есть свой необходимый объем. Что могу сказать про Турпала? Он способный очень парень. Мне, чтобы его делать, мне надо
работать с ним. И работать надо прям очень-очень-очень плотно. Если я думаю, что если я бы им занялся прям вплотную, то мы бы уже дали очень хороший результат. А пока вот, к сожалению, только первую песню записываем. При записи этой песни у меня возникали небольшие трудности. То ли голос не так звучит, то ли я сама не могу настроиться. Но, тем не менее, я люблю этот процесс. Тем более, когда у тебя такой звукорежиссер, как Султан, наверное, я его измучила. Сердцем ищи себе сердце. Ну, волнение присутствует, конечно. Неизменивые чувства, если мечтаешь согреться, знай, что любовь — это тоже искусство. Я боюсь как бы плохо записать эту песню. Вдруг что-то не получится, а то есть в WhatsApp я запись, когда посылаю, у меня голос вообще страшный. Я не решаюсь, но сердце с тобою, без тебя не взлететь, не страдай так. Я для тебя душу открою. Да, наверх, хорошо, иди. С Турпалом помимо Гелани занимается сестра стадника Елена Сизова, которая и является автором данной песни. Как отмечает Елена, Турпалу пока не хватает раскрепощенности и немного харизмы. Я как автор песни хочу пожелать Турпалу, чтобы он пропустил эту песню через себя, через свое сердце, выразил нужную эмоцию в этой песне, потому что он немножко зажатый. Я хочу, чтобы Турпал немножко раскрепостился, вот, умел донести нужную эмоцию до зрителя. И тогда зритель прочувствует эту песню. Себе сердце, по мелочам не разменивай чувства. Если мечтаешь согреться, знай, что любовь — это тоже искусство. Вот хотя бы так. Обрывай где-то, не тяни так долго. Это же эстрадное пение. Мне не нравится, что у него такой зажим на рту. Да, вот так зажимает. Так как будто кто... Выпил у меня голос. Да у тебя как будто кто-то вот так схватил тебя за челюсть и держит, и ты не открываешь. И вот это место расслаблять надо. Опять же, в академии его напрягают. С трудностями в работе ни с какими, в принципе, я не сталкиваюсь, кроме того, что он постоянно перепрыгивает на академический вокал. Я не то, что не поклонник академического вокала, просто эта песня эстрадно-джазовая. Поэтому вот с этим проблема. Постоянно купол во рту, постоянно он уходит куда-то на Федора Шаляпина. Мне это не нравится. Вот у нас и происходит противостояние, постоянно борьба. Только я его научу так, он уходит там, его кто-то научил по-другому. Опять приходит, учу его так, опять по-другому. Поэтому на месте немножко топчемся. Гелани мне говорит, что я пою академическим голосом, а эта песня, ну, поближе к эстраде, эстрадно-джазовая. Ну, я должен эту песню на дыхании петь. Ну, стараюсь сделать все, что мне говорит Гелани. Песню для Радима написал известный чеченский композитор Казбек Шерипов. К удивлению автора песни, 13-летняя Радима не только записала свою песню практически без дублей, но и прочувствовала ее, благодаря чему композиция получилась по-настоящему чувственной. Что я могу сказать об этой песне? Она мне легко далась.
В принципе, мне нравится эта песня. Вообще-то мне нравятся все свои песни. Эту песню мне написал Казбек Шарипов. Я даже не ожидала. У любого артиста есть свои минусы, ну или просто минус. Стоит отдать должное непоколебимой уверенности в себе начинающего артиста Турпала, ибо единственным недостатком он считает... Как артисту мне сначала надо подрасти, мне всего 16 лет, у меня еще даже голос не сформировался. Вот и все. Это единственный твой недостаток? Похвально, но, как ни скромно Турпал, стоит признаться, что его ответ нас немного даже удивил. Мы задали свой вопрос еще раз, и тогда наш герой все-таки признался. Надо научиться вести себя на сцене. Вот. Это мне очень нужно. Вот. Просто надо не волноваться на сцене, а я очень волнуюсь, короче. Ему надо сейчас больше психологически работать над собой, потому что он не очень понимает, что такое сцена. Для него это еще какой-то праздник, такой театр. Он еще не очень понял то, что это работа. И это праздник, который мы делаем для зрителей. На самом деле это просто тяжкий труд и, наверное, потяжелее, чем многие профессии. Плюс, плюс его, Турпала, он понимает то, что он лицо. Он понимает, и он ведет себя очень грамотно, сдержанно, спокойно. Турпал — это образец для подражания своих ровесников. Хочу записать еще одну песню. Надеюсь, это будет очень скоро. Предпосылки уже есть. Я люблю песни про отечество, про родину. Мне кажется, мне они поближе по духу. Каждый из них сегодня мечтает стать знаменитым артистом, но для этого им нужно много работать. Турпал Магомадов, в свою очередь, строит большие планы на жизнь. Он хочет стать и актером, и, как ни странно, ветеринаром. Но есть у него еще одна, очень большая мечта. Поехать в Голливуд, там стать актером. Я знаю, что Турпал записывает свою новую песню. Я искренне за него рада. Он давно мечтал об этом. Все. На сегодня все.